Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами с очень легким приготовлением рецептом котлет по-киевски. Сначала приготовим начинку. Берем 80 грамм размягченного сливочного масла, добавляем туда 1 зубчик измельченного чеснока, мелко нарезаем укроп, выжимаем несколько капель лимона и всыпаем укроп. Все хорошенько перемешиваем. Перекладываем массу в пищевую пленку. Заворачиваем. Формируем из нее прямоугольник. И отправляем в морозильник на 20-30 минут. А пока приготовим фарш. 600 грамм куриного филе пропускаем через мясорубку, либо измельчаем блендером. Добавляем мелко нарезанный лук, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку паприки, черного молотого перца и все тщательно перемешиваем. Прошло 30 минут, масло заморозилось, разрезаем его на дольки. И теперь формируем котлеты. Чтобы мясо не прилипало к рукам, предварительно смачиваем руки водой, берем небольшое количество фарша, собираем его в шарик. Делаем в нем углубление. В центр выкладываем масло и формируем котлетки так, чтобы масло при жарке не вытекло. Отправляем полуфабрикаты в морозильник на полчаса, чтобы они хорошо схватились и держали форму. В дальнейшем их легче будет панировать и жарить. Но если у вас мало времени, можно приступать к жарке сразу. Далее подготавливаем 3 тарелки. В одной взбиваем 3 яйца и 1 столовую ложку молока. В следующую тарелку всыпаем панировочные сухари. И в третью 4-5 столовых ложек муки. Начинаем панировать котлеты. Сначала обваливаем их в муке, затем в яичной массе, в панировочных сухарях, снова в яичной массе и в панировочных сухарях. В сковородке разогреваем немного растительного масла и приступаем к жарке. Жарим на сильном огне до золотистой корочки, очень быстро. Перекладываем котлеты на противень и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Котлеты готовы. Они получились очень сочные, мягкие. К гарниру подойдет рис, картофельное пюре, либо гречка. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты.